Всем доброго времени суток, это вторая часть данной рубрики. Так как буквально вчера вечером выпустили новое обновление, значит прошлые способы не очень актуальны. И некоторые предметы и цены поменялись. Так что думаю, стоит ввести всех в курс. Я вам расскажу, как можно заработать на режим Pet Simulator 99. И предлагаю не медлить и начинать видео. Ну что же, предлагаю начать с того, где мы будем это продавать. Есть отличный сайт для продажи предметов из Roblox и других игр. Это FunPay. Там наименьшая комиссия с продаж по сравнению с конкурентами. Сразу предлагаю приступить к тому, что вообще можно продавать. Полный список у вас на экране, как и в прошлой части. То есть все так же гемы, пэты, эксклюзивки, хуги, предметы и скины. А также разберем способы фарма этого всего. Начнем с гемов. Первый способ добычи гемов — это на локациях. Суть способа и так понятна, но стоит добавить, что чем лучше локация, тем больше гемов мы фармим. Второй способ — это трейдинг плаза. Способ особо не меняется, все так же продаем предметы, которые могут понадобиться другим игрокам за адекватную цену. Допустим, можно фармить принцев и продавать 2 штуки по 1000 гемов. Но чтобы их продавать по 1000 гемов, они должны быть радужные. Я таким способом смог нафармить 320 тысяч гемов за день. Либо же можно покупать у кого-то предметы по дешевке, а продавать по более высокой цене. Например, купили предметы по 2к, продали за 5к. Да, это более долгий способ, ведь нам понадобится перекупать товары. Но тоже очень эффективный способ. Я нафармил данным методом 75к гемов за день. Третий способ. Он требует вложений в виде реальных денег. Вы покупаете геймпасс на випку и стоите фармите там гемы. В идеале, если у вас стоит 8 ранг или выше, и вы фармите на последних книгах на зачарование алмаза и под эффектом из зельев. При таких условиях вы фармите 100 тысяч гемов в час. Может чуть больше, может чуть меньше. Итог за день у вас будет от 23 миллионов до 24 миллионов гемов. Также вам требуется следить за зельями. Ну и следить за тем, чтобы вас не кикало с сервера. Четвертый способ — скам. Вы ставите предметы, на которые есть спрос, за очень маленькую цену. И так делайте, пока чел не будет скупать их на автомате. И затем ставите цену более высокую. От 1000 гемов до 20 тысяч гемов. И есть шанс, что по такой цене человек купит ваш предмет. И поздравляю, вы обманули его. Но при таких условиях не стоит задерживаться на одном сервере долгое время, иначе быстро поймут, что вы зарабатываете гемы обманом. Таким способом можно нафармить от 0 до миллиона за день. Дальше приступим к фарму пэтов. Но тут, думаю, особо нечего объяснять. Вы просто качаетесь до последней арены и делаете все реберты. После чего апаете 8 и выше ранг и фармите последнюю локацию. За те деньги, что нафармили, открываем яйца по максимуму. А так как можно открывать более чем по 20 яиц за раз, то таким образом можно быстрее фармить пэтов. Далее делаем их в золото и затем в радугу. Потом их можно продавать на FunPay, либо же за гемы. Пятый способ — перекуп гемов. Да, этого способа не было в прошлом топе, но в этом я решил добавить. Есть некоторые люди на FunPay, которые продают гемы недорого. Ну а мы можем этим воспользоваться и продавать их по своей цене. Но для такого способа желательно иметь положительные отзывы, чтобы у вас чаще покупали гемы. В ином же случае вы купили гемы и продадите их, уйдя в минус. Либо же уйдя в ноль. Шестой способ — создавать твинки, апать их и продавать. Не уверен в сильном эффекте этого способа, но видел, что за такое готовы платить по 500 рублей за аккаунт. Но на таком аккаунте обычно 11 ранги и самые сильные пэты, что есть на данное обновление. Ну и есть бонусный способ для заработка. Это скупать куски ключей, их покупка идет по цене 800 гемов, а продать их можно за 9000 гемов. Ну и думаю, пора обсудить, по каким ценам продавать все предметы и гемы. Цена гемов должна быть 0,5 копеек за 1000 гемов. Итог: за 100 тысяч гемов мы имеем 50 рублей. Дороже их больше никто не купит.
Пэты стоят по-разному. На момент написания сценария 10.12.23 цены такие. Принц Данки, радужный, 2 рубля за штуку. Золотой хук, 600-800 рублей за штуку. Эксклюзив Кариф Драгон, 60 рублей за штуку. Хук Хэппи Рок от 200 до 400 рублей за штуку. Радужные черепахи 0,4 копейки за штуку. Радужные маскоты 0,7 копеек за штуку. Радужная принцесса Дракон 3 рубля за штуку. Радужный король Бигл 7 рублей за штуку. Перечислять всех хугов, я думаю, не стоит, ведь их очень много в данном режиме. Но если вкратце, то чем меньше людей имеет того или иного хуга, тем он дороже. Ну а также в обратную сторону, то есть если их много, то они дешевле. Предметы. Радужный фрукт 1 рубль. Билет для экстра слотов на трейдинг плазе 60-80 рублей за штуку. Скины. Кэт Ховерборд 80 рублей за штуку. Пиньята Ховерборд от 800 до 1200 рублей за штуку. Драконий стенд 300-500 рублей за штуку. Золотой стенд 130-150 рублей за штуку. На этом все, я рассказал все способы, которые применимы к новому обновлению. Ждем следующее обновление и фармим, чтобы продавать новые предметы самыми первыми. Удачи в фарме и в продаже. Всем спасибо за просмотр и всем пока. From across the room, damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine.